Добровольцы из Осетии продолжают оказывать поддержку мирным жителям Украины. Несколько дней назад подверглись атаке градами два села – Первомайское и Пески. В ряде домов выбиты окна. По словам ополченцев и мирных жителей, пригороды бомбят каждую ночь из градов и минометов. Грады? Да, конечно, ребята. Мы сегодня на работу добежали и под этими градами, и назад под ними бежали. Так что не знаю, что у нас сегодня тут будет, что намечается. Надеемся, что мы выедем, что наши дома хоть останутся целы. Хотя бы он там услышит, я не знаю. Ему мало того, что сбили, они подбили этот пассажирский самолет. Ему всего мало, он теперь добрался уже и сюда. Да Порошенко, ну кому еще? Ну кто у нас представитель власти? Давай, бать. Человека одного возьмите. Давай. Нет, с этой стороны тут дедушка не вылез. Гражданам пришлось покинуть свои квартиры. Обстрел селения Пески продолжался около 40 минут. Как только становится тихо, людей охватывает паника. В течение нескольких дней остинские добровольцы патрулировали улицы, обеспечивая безопасную эвакуацию жителей сел. Вчера с утра часов 7 начался, я не знаю, градом, не градом, залпы вроде как града. Уже слышно было даже, как ракеты летали. Звук ракет. Где-то минут 40. Потом в 10 часов по новой начали обстреливать. А вот в этот дом уже попали. У меня дружбан живет на 2-м этаже. Он 3-летний ребенок у него. Первый раз, как начали стрелять, он в машину уехал в Донецк. В этом поселке после того, как первый раз с 26 мая, как начали бить по аэропорту, когда самолеты уже у людей тут как бы все сидели и ждали, а вдруг сюда что-то залетит и что-то. Как бы они с аэропорта там обстреливали, вон по объездной дороге не разобравшиеся мины торчали. Всего около 300 человек покинули свои дома. Их временно разместили в одном из пансионатов Донецка. Залина Губурова, Алан Мамиев, Осетия ТВ.